Вы на канале Клевая Рыбалка. Ну вот это все, что осталось от дороги. Всю дорогу замело. Кто не успел потренироваться на мормышку, в принципе, и не надо. Потому что ее, наверное, не будет. Дороги нету. Кое-как едем, короче, всю дорогу замело. Вот. И до сих пор продолжает мести. На другой стороне протоки также все заметено. Поэтому дороги не будет и соревнования тоже, наверное, не будет. Хотя соревнование будет, но уже не по дороге. Один раз зато мы по ней успели проехать хоть на УАЗике. Ермак летит на прямой дороге. Ну, отзывы позже скажу о нем. О, Владислав Дмитриевич, Гаврил Яныч. Итак, всем привет! Вы на канале Клевая Рыбалка. И сегодня у нас очередной выезд на рыбалку. Без палатки, как вы хотели. То есть по вашим пожеланиям. Ребята там снаружи сидят. Я вот накрыл как бы тентом, который мне моя мама сшила. Он это как бы в виде палатки такой вот. Как вы можете увидеть, очень удобно, даже ветер как бы немножко задувает и создается такой купол, не знаю, вот снегоход, значит, держит тепло, ну, снегоход теплый внутри, поэтому тепло за счет этого. Вот, ну, зато нету такого постоянного хиуса, как снаружи, как у ребят там. Просверлился, не знаю, будет ли вам все видно, но надеюсь, если не будет видно, то я буду показывать в камеру, кого я там поймал. Владислав Дмитриевич уже поймал одного этого сишка. Одного сишка он выловил. Сегодня у нас тепло, минус 20 градусов всего лишь. Поэтому знайте, что у нас очень тепло. И поэтому мы не сидим в палатках. Будет присутствовать немножко шум от тента иногда. Но надеюсь, что вы все люди понимающие, что рыбалка без палатки, без комфорта. Поэтому привыкайте. Так. В прошлый раз Иван Семенович с Владиславом Дмитриевичем тут сами приезжали, и у Ивана Семеновича, говорят, снова щука утащила удочку.
самую крутую удочку егошнюю. И он сейчас в горе, не приехал из-за этого, потому что лишился самой крутой удочки. Не, на самом деле он заболел. Ну и после этого уже только вот это горе, конечно. А так бы все равно любимыми путями попытался бы приехать. Интересно, какая здесь глубина. Сейчас опустим, не знаю. Ага, вот. Дошла до дна. Ну нормально, надеюсь, что здесь рыба должна быть. Ага. О, ёлка. Пынь. Оторвалась щука. Блесна Марата Исманова была. Подарочная. Ёлкина, а. Так. Не совсем это хорошо. Еще блесна Марата Исманова. Марат Исманов — это парень из Казахстана, который мне друг, так скажем, из Казахстана, который мне отправил очень много всяких плесен, которыми я удачно пользуюсь на протяжении уже зимы. Ребятам тоже поделился, они тоже радостные. В основном это все блесна Вильямс. Так, вот пробурились в другом месте. Тут Владислав Дмитриевич недалеко сидит.
Жерличный. Отлично, сейчас его сразу на жерлицу поставим. Так, теперь его надо как-то сохранить, чтобы он не помер. Пока его там... вообще-то у меня там уже просверлено. Сейчас сразу пойду поставлю. Чеснок табыкында. Вот Владислав Дмитриевич поймал. В палатке сидит, вот. Здесь тепло, у него не дует совершенно, оказывается, вот. Вот так вот он палатку поставил от ветра, просто защита. Вот. А мы, конечно, не догадались палатку привезти. Ну вот, испытываем свою палатку. Сейчас буран там прогревается. Прогреется, у нас тепло станет. Вот Гаврил Яныч сидит. А он без палатки сидит, вообще закаленный. Просто вот прикрывается маленько. Вот. Ну а мы, конечно же, не такие закаленные люди, поэтому прибегаем к таким уловкам. Да, мы теплокровные, более домашние такие, так сказать. Вот у меня мобильная вот теперь будет весной. Моя передвижная. Буду сейчас на ней пробовать. Я соберусь с манатки и уеду вон туда, под тот обрывистый берег. Там попробую. Так, ну вот, перебурился в новом месте. Короче, туда-сюда минут, наверное, 30 уходит. Может 40. Чуть побольше, может. Оба-на! Аж выпрыгнул из воды. Подожди. Подожди, дорогой. Отдай глаз. Пока положим, пусть полежит, покрасуется. Полюбуемся хоть на него, на красавца. А глаз бросим туда работать. На нашей улице тоже будет праздник. Эй, кто там? Уже что ли? О, хороший горбач, а? Хороший горбачик. Ну вот и коптить будем. О. Сразу туда откинем. Зря место передислоцировали. Есть. Небольшой кушок.
Пошла жара. Место поменяли, сразу веселее стало. А то там сидел где-то часик. Тоска тоской. Говорил, Яныч тут еще рядом сидит. Наверное, уже тоже клевает, однако. Как говорится, когда не клюет, надо что делать? Правильно, надо поесть, чтобы начало клевать. Сейчас говорил, Яныч придет. Чай покумыться. Ладно. Мы пожелаем явный вот. Я. Ну красота. Чекутон. Благодарю, подожду. Лепим бару на пукик. Каля, одно каля. Деликатно. Это чисто. Чао. Oldu. Tu mi doktoru yere gidiyor. Ay, молодец. Небольшой, небольшой. Вот. Вот так. Небольшой. Небольшой, а приятный день, да? Он не повода. Чувак. Mandukot dok na arang malakot dok. Aha. Ito si iwat na rin kung pinagod. Kupa. Iyo ka. Взяли мы щукаря. Так, глаз возьмем свежий. Так главное же лесом твое было. Да. Перелез. Колено. Подошел. Слушай, я. О, на бо, ёпом бог. Чекай, видишь ты? Бабадыны. Здесь, Яночка, подожди, не уходи. Посмотришь, кого я поймаю. О, мормышка нам. Я так не возьму. Ничего, барка. Я еще не успел его отсоединить. Мормышка. Есть. О, хороший. Кушара.
О. Вот это кадр. В конце покажу, что было. Есть. О, есть такое дело. Кусочек. Неплохой. Неплохой кусочек попался. Их совсем мелкие крючки, поэтому срывается все время. Окуня срывается. Вот совсем чуть-чуть за губу хватается, вот. Чуть-чуть совсем. Сошел опять. Опять сошел. Пошлите вы проверять жертв.